Начиная с 18 века из стен кадетских корпусов выходили благородные офицеры, цвет нации, защитники Отечества, опора и гордость высшего общества. Это были элитные заведения, где всегда было почетно и трудно учиться. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская, и это программа «Испытанность на себе». Сегодня в рамках нашей программы, которая посвящена 23 февраля Дню защитнику Отечества, мы проведем с вами вместе день в Якутской кадетской школе-интернат. Будьте с нами в течение всего эфира и узнавайте много нового и интересного. Испытано на себе. Поступить в кадетскую школу можно уже после 7 класса, но здесь идет строгий отбор. Обязательно нужно пройти все тесты по учебным материалам, а также сдать спортивные нормативы. Кроме этого, предоставить справку о состоянии здоровья. Именно здесь проходят большие физические нагрузки на каждого учащегося, поэтому отменное здоровье здесь необходимо. Прямо за моей спиной семиклассники 7А и 7Б учатся маршировке. Ну, я думаю, мы вместе с ними попробуем и освоим с самых азов эту науку. Понятно, да? Сейчас по команде раз выполняем движение строевого шага левой ногой, делаем раз, два, на три правой ногой, три, четыре, раз, два, три, четыре, самостоятельно, раз, носок тянем вперед, вот, четыре, и раз, два, три, держим, держим, четыре, иди, пошагай там, разминку сделай, интервал должен быть, и кулак, на ладони, понятно, да? Сейчас выполняем движение. То есть по команде раз, то же самое. Два, уже выполняете шаг. Три, четыре. Понятно, да? Внимание. Раз, два, три, четыре. Держим, нога прямая. Раз. Два. Три. Неправильная отмашка. Отмашка неправильная. Наоборот, левая. Четыре. На исходное. Марш. Понятно? Внимание. 4 строевых шага шагом. Марш.
Можно спросить, Так точно. когда я заканчиваю на 4-й, что я делаю с левой, с ногой, которая остается сзади? Представляете? Спасибо. На исходное положение. Характерные ошибки у вас какие, ребята? Опять же, вы должны считать, сколько. Если командир сказал сделать 4 шага, должны выполнить 4 шага. Еще раз. Исправляем ошибки. Становись. 4 строевых шага шагом. Марш! Маленькая чуть-чуть. Гум! 4 строевых шага шагом. Марш! Гум! Всё. Молодцы. Сейчас выполнение поворотов на месте. Интервал у вас слишком большой. Становись. Повороты на месте. Обращаю внимание, ребята, что при поворотах ноги должны быть прямыми. Понятно? Внимание! Налево! Четкое выполнение одновременно. Отставить. По команде отставить. Правильно. Предыдущая команда. Остановились. Налево! Одновременный поворот. Налево! Разрешите стать в строй. Товарищ полковник, разрешите разрешить Кадей Гутовский. Да. Разрешите стать в строй. Направо! 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 Кругом! Одновременный поворот. Кругом! Все, молодцы. На самом деле, вроде бы это кажется со стороны очень просто, тем более, что с первого класса нас учат маршировать, и каждое 23 февраля и 9 мая у нас проходят в школах конкурсы, смотры песни из строя. Но сейчас, буквально за вот эти вот 5-10 минут, у меня мышцы забились так, как будто бы я хорошенько так и пробежала, а потом еще и приседала, и потом еще и через забор несколько раз прыгала. На самом деле это очень непросто. Может быть, это все зависит от неподготовленности. Молодой человек, разрешите обратиться? Не важно. Аж сердце треснуло. Испытано на себе. Тот самый гром среди ясного неба, который меня только что напугал, оказалась репетиция оркестра барабанов. Им заведует Яковлева Анна Алексеевна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, к чему вы сейчас готовитесь? Что это была за композиция? Здравствуйте, мы сейчас готовимся к армейскому городку и готовим показательное выступление Это барабанщиков. фестиваль такой? Да.
А как часто он проходит и где? Это где-то у нас регионально или же по Это стране? республиканский фестиваль, военно-патриотический, проходит каждый год, 22 февраля. А вот эта мелодия, она просто как строевой шаг ритм отбивает, или же это какая-то композиция военная? Это у нас, ну, такое показательное выступление под музыку и под ритм. Я бы хотела принять в ней участие. Что мне нужно? Дайте мне инструмент. Ага, хорошо. Так, как? Так, это у нас маршевый барабан. Вот так? Можно регулировать. Что-то он не держится у меня как-то прям. Так и будет. Это нормально, да, то, что он на бок у меня заваливается? Да. Ага. Он как бы на одно плечо надевается. Вот так. И две палочки. Правую палочку захватываем сверху, левая снизу, как ручку. А эту как? Так. Ой. Ага. Вот так. Сейчас мы попробуем. Хорошо. Я тогда сюда встаю, да? Если что, ребят, подскажете, да, мне куда идти? Так? Ой. Я где? Вот так? Да, вот. Сейчас вы разворачиваетесь. Сюда? Вот полностью. Повернулись. Вот ваша диагональ. Ага. Спасибо большое. Это правда очень необычно, здорово, но и в целом несложно. Спасибо большое. Ну, а следующая группа, к которой мы присоединимся к занятию, это 11 класс, верно? 8 класс. Это, оказывается, 8. Те были 7, первокурсники, можно сказать. Это 8 класс. Ребята, которые можете видеть, уже меня выше ростом. Сейчас у нас будет маршировка, да? В общем, посмотрим, что там сейчас будет. Испытано на себе. Так, для начала научимся стоять строевую стойку. Это как? Пятки вместе, носки вроде. Пальцы подшиваем. И посередине бедра. Подбородок приподнимаем. Вот это строевая стойка. Понятно, да? Так точно. Вот. Сейчас поворот на месте. Поворот на месте. По команде направо. Правая нога на пятках.
Левая на носках. При команде налево, левая нога на пятках, правая на носках. При повороте вот, пальцы вот так таким образом сгибаем и они прижимаются. Они не болтаются при повороте таким образом. А прижать должны. Подбородок приподнимаем. И при команде направо. Вот. При команде кругом через левое плечо. Понятно? Так точно. Становись. Налево. Направо. Кругом. Налево. Направо. Кругом. Вот. Так, далее. При команде равняйся. В какую сторону поворачиваем? В сторону командира. В правую сторону, правильно. И вы не просто поворачиваете, а берете что? Положим дистанцию. Один кулак. То есть у вас нету дистанции. Тогда вот один кулак вот так перемеряешь, и вот уже. Когда равняетесь, правое ухо выше левого должна быть. Не просто так вот, а вот таким образом. Правое ухо выше левого. То есть левое. Вот, да. И подбородок приподнимаете. Равняйся. Смирно. Вольно. При команде вольно. Сгибается одна нога. Да. Левая или правая нога. Вот. Расслабляется. Либо левая, либо правая. Ручки должны на месте стоять. Понятно? Так точно. Вот. Далее. Выход из строя. Выход из строя. Кадет, учащийся, услышав свою фамилию, отвечает Есть. Я. «Я». Потом команда выйти из строя. Сколько шагов делаем? Два строевых шага делаем. И сразу поворачиваемся спиной. Сейчас покажу. А кому спиной к строю? Да, строй. Вот сейчас посмотрим. Кадет лапки. Выйти из строя. Вот таким образом. Все хорошо. Есть. Так. Фамилия? Долинская. Дарийская. Долинская. Курсантка Дарийская. Я. Выйти из строя. Есть. Через левый. Да. Вот. Молодец. Дальше. Ставь строй. Да. Забыл объяснить строевую стойку и ручки. Где должны быть. Когда вот строевым идете, ребята, поднимая ногу на 30-35 сантиметров от пола. И носок вытягивает вперед. Она не должна быть такая, а вытянутая. Ручки как правая рука, например, вот, где солнечное сплетение, сюда идет. А левая до отказа назад должна быть. До отказа. Не в сторону сюда, а до отказа назад. Подбородок держим, спину тоже держите. Не надо откидываться назад таким образом. Вот в середине. Ясно? Вторую ногу когда поднимаю, ручки меняются таким же образом. Есть. Курсантка Дарийская. Я. Выйти из строя. Есть. Еще раз. Раз. Выдох. Ручки прижали. Поворот. Курсантка Дарийская. Я. Выйти из строя. Есть.
Далее. Далее командую. Курсантка Дарийская, вы поворот делаете на меня. Отвечаете я и поворот делаю. Полностью? На меня, в мою сторону. Курсантка Дарийская. Я. Сразу на меня поворот. Ко мне. Есть. Ой. Вида класс. Товарищ подполковник, курсантка Дарийская по вашему приказу прибыл. Товарищ подполковник. Час. Час. Мгм. Товарищ подполковник, курсантка Долинская по вашему приказу прибыла. Еще раз попробуем. С самого начала? С самого начала. Вот здесь. Вот выходите, да? Поворот сделали. Потом курсантка Дарийская, да? И поворачиваетесь. Я поворот сделали. Я командую ко мне. Есть. Есть. И строевой бег. Если я здесь стою, да? Вы должна вот на середине подойти. Вот, например, немного подошли. Поворот и доклад. Товарищ подполковник. Курсантка Долинская по вашему приказанию? Приказ. Приказу. Курсантка Дарийская. Я. Выйти из строя. Есть. Курсантка Дарийская. Я. Ко мне. Есть. Товарищ подполковник, курсантка Долинская по вашему приказанию прибыла. Приказ. Приказу. Прибыла. Еще раз. Сделай не начинайте. Ага. Правда? Курсантка Долинская. Я. Выйти из строя. Есть. Курсантка Долинская. Я. Ко мне. Есть. Товарищ подполковник, курсантка Долинская по вашему приказу прибыла. Вольно. Есть. Налево. Направо. Круг. Направо. Направо. Круг. Курсантка Долинская. Я. Поворот через левый. Стать строй. Есть. Строевую идешь. Так, далее. Когда строевым идете, вот подняли, да, ноги на 30 сантиметров от пола. И стараемся наступить на полную ступень. А не так, что сначала пятка пошла, касалась, потом носки. Это ошибка. Подняли ноги и наступаете на полную. Ясно, да? Так точно. Испытано на себе. Становись. Равняйся. Смирно. С места стоим, шагу. Марш. Что такое правое плечо привет? Сейчас команда будет счет. А вы командуете? И
И раз, и ручку прижимаете к подбородку. Вот туда, на правый план. Равняетесь. Это фильм «Сибирский цирюльник». Да, в ту сторону. Потом команда будет счет. Я буду команду счет и 2. Я быстро по походу. Хорошо? Приготовились, становись, равняйся, смирно, с места строим шагов. Марш! Счет! Раз! Счет! И два! Право плечо вперед! Право плечо вперед! Хорошо, сейчас песня. Дело. Раз, два, три. Право плечо вперед. Право плечо вперед. Спеши. Действуем. Запись. Быть. Удаленку нас с тобою веселится лошади. Вьется, вьется, с нами полковые командиры впереди. Солдаты, путь, путь, путь. А для тебя, родная, есть почта полевая, как клуба салют. Солдаты, поход. Каждый воин, парень бравый, смотрит с около строю. Родни, роднились мы со славу, славу добыли в бою. Солдаты, путь, путь, путь. А для тебя, родная, есть почта полевая, пряча друга зовет. Солдаты, поход. Вместе. Стой. Далее. Бок. Вольно. Пока-то. Очень. Просто пойдемте даже телезрителям покажем. Я настолько вообще распереживалась и была напряжена просто до такого предела, что у меня вот следы остались от моих собственных ногтей. Вот такая вот история. Но хочу сказать, что в кадетскую школу, в Суворовские училища набирают не только парней, но и девушек. То есть здесь могут быть разнополые группы, а могут быть только для девочек или только для парней. Конкретно у нас в городе занимаются только парни. Верно? Да, только парни. Вот эти наши будущие защитники, наши герои нашей страны. Испытано на себе. Ну что, друзья, наш выпуск подошел к концу. Всех телезрителей канала Якутия-24 с 23 февраля. Ура! 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 Испытано на себе! Испытано на себе.